Привет всем модным девчонкам! Это программа «Зеркальце». Здесь, как всегда, кипит работа над эксклюзивными вещами. Меня зовут Юля, а вместе со мной в мастерской Адель. Привет всем! С Адель мы встречаемся уже не первый раз. Мы вместе одели доброго терьера в теплый уютный свитер, а милому котенку Налу шили домик. А сегодня предметом нашего интереса будет подушечка-кактус. Подушечка-кактус? Ты ничего не перепутала, как можно спать на колючей подушке? Я имела в виду подушку не для сна, а подушечку для иголочек, то есть обыкновенная игольница. Ну что ж, давайте посмотрим, из чего будет состоять наша подушечка-кактус. Это поролон И ткань. зеленого цвета. А еще маркеры и горшочек для цветов. Но для того, чтобы что-то сшить, естественно, нужны иголки. И нитки. Самое древнее изобретение человека – игла. Она, пожалуй, старше колеса. Древние иглы толстые и неуклюжие. Их делали из костей животных или дерева. А вместо нити вставляли конский волос или жилы животных. В течение времени люди научились добывать металл, и иглы стали делать из железа. Первые железные иглы были найдены в Баварии. В то время они выглядели немножко иначе. Вместо ушка был тупой кончик, который просто загибался маленьким колечком. В античных государствах тоже знали железную иглу. Иглы, найденные в Древнем Египте, по внешнему виду практически не отличались от современных. Первую стальную иглу нашли в Китае. В России стальные иглы появились лишь в 17 веке, хотя возраст костяных игл, найденных на территории России, примерно 40 тысяч лет. До этого на Руси пользовались бронзовыми, позже железными иглами, а для богатых заказчиков их ковали из серебра. Собственное промышленное изготовление игл в России началось с легкой руки Петра I. Он издал указ о строительстве 2 игольных фабрик. С тех пор в России стальная игла пошла в быт, став настоящим символом трудолюбия. Для начала придадим нашей губке форму в виде яйца. Ты будешь делать маленькое, а я побольше. У нас получится одно куриное, а другое страусиное. Хорошо. Отсекаем все лишнее. Работая ножницами с губкой, чувствуешь себя настоящим скульптором. Адель, у тебя готова? Да. Ну вот, образ нашего кактуса почти готов. Теперь нашу губку разделим на дольки при помощи маркера на 6 ровных частей. Разрисуем его практически как глобус. Ну вот наши меридианы готовы. Теперь при помощи канцелярского ножа делаем надрезы по нашим линиям. С ножами работаем очень аккуратно, а глубина наших надрезов должна не превышать 2 сантиметров. Адель, а у тебя есть дома кактусы? Да, есть. Это же мое самое любимое растение. И у меня их дома 9 видов. Ну, теперь будет 10. Покажи, что у тебя получилось. Ну, все правильно. Теперь возьмем нашу зеленую ткань и вырежем из нее дольки. На обратной стороне нашей ткани нарисуем дольки. Они должны совпадать с размерами яйца, но чуть-чуть больше, на сантиметр. Вот такие дольки мы нарисовали на ткани при помощи мыла. Осталось вырезать.
Вот наша долька из ткани готова. Теперь, Адель, смотри внимательно. Накладываем ее на губку и просовываем края в прорези. Вот таким вот образом. Можно использовать ножницы или любой другой карандаш. Таким образом наша ткань будет держаться. Конечно, для надежности можно еще прошить все иголкой и ниткой. Иголок на свете существует большое множество. Адель, а ты какие знаешь? Швейные, машинные и медицинские. Ой, игла для инъекций. Мало кто забудет встречу с этой иглой. Ну а медицинских игл тоже большое множество. Швейные хирурги используют для сшивания. Это иголки не прямые, как мы привыкли, а изогнутые. Офтальмологические, глазные иглы, при помощи которых делают операции, например, на роговице глаза. А еще есть иголки для иглоукалывания. Все верно. В Китае они произошли еще до нашей эры. В Японии есть одна удивительная буддийская церемония. Называется «Фестиваль сломанных игл». Проходит фестиваль по всей Японии уже более 1000 лет, 8 декабря. Раньше в нем принимали участие только портные. Сегодня любой, кто умеет шить. А вот в Италии, в Милане, одна из самых мировых столиц моды, есть памятник «Иголка, нитка и узелок», который состоит из стальной иглы с разноцветной ниткой из стекловолокна и узелка, выглядывающего из-под земли в маленьком фонтанчике через дорогу. Вот наш кактус готов. Осталось посадить его в наш горшочек. Для этого на дно мы положим остатки губки. Ну и при помощи термоклея приклеиваем. Не забывайте, что клей очень горячий. Плотно прижимаем и готово. Осталось украсить нижнюю часть. Тем, что есть у нас под рукой. Ну вот, кактус мы украсили нашими помпошками. Теперь осталось сделать шипы при помощи иголочек. Адель, а ты знаешь что-нибудь про сегодняшнюю нашу героиню? Моя бабушка говорит, что если уколола палец, то скоро тебя похвалят. А еще говорят, если наступить на иголку, то это недобрая примета. Можно поругаться с друзьями и разочароваться в них. Народ постоянно пользовался этим предметом, так и придумали разные приметы об игле. Верите или нет вы в приметы, но то, что иголка незаменимая вещь в нашем доме, в это верит каждый. Какая симпатичная игольница у нас получилась. Такую игольницу мы никогда не потеряем, и она будет прекрасным украшением нашего рабочего стола. Если разбудить фантазию, то можно сделать еще интересней. А в нашей мастерской фантазия никогда не засыпает. До скорых встреч! Увидимся в зеркальце. Пока!